О самых заметных событиях среды вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. Обстановка с лесными пожарами на территории Якутии остается напряженной, но под контролем. Сколько очагов фиксируют сегодня? В Якутии за последние 5 лет активно переоснащается подразделение Якутского республиканского онкологического диспансера. Поступило и введено в эксплуатацию медоборудование. Маленькая и юркая вакуумная подметательная машина летом чистит улицы города от мусора, а зимой техника будет использоваться для уборки снега. Покажем уборщика в действии. В одном из новых микрорайонов Алдана люди ждут подведения коммуникации. Жильцам обещали одно, но на деле оказалось все гораздо сложнее. Расскажем подробности. К юбилею великого поэта русский драмтеатр имени Пушкина победил во всероссийском конкурсе. Зрителей ждут новые постановки. Обстановка с лесными пожарами на территории Якутии остается напряженной, но под контролем. По последним данным оперштаба, в регионе действует 90 лесных пожаров на общей площади свыше 700 тысяч гектаров. При этом прямой угрозы населенным пунктам от очагов возгорания нет. Этому способствует как слаженная работа всех сил и средств, так и улучшение климатических условий. В частности, прошедшие местами дожди и смена направления ветра. Как отметил глава республики Айсан Николаев, сейчас одна из важнейших задач – продолжать слаженную и скоординированную работу. Какие были даны поручения? В первую очередь, более оперативное реагирование и принятие управленческих решений как руководителям тушения пожара на местах, так и, конечно, главам районов, а также их взаимодействие и содействие друг другу. Также было дано указание на более активное применение всей авиасоставляющей Якутской территориальной подсистемы, единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе входящие в нее авиазвена МЧС России. Ну и еще было дано поручение на своевременный выпуск Министерством гражданской обороны обеспечения безопасности жизнедеятельности, как отвечающим за это, и инвентаря и снаряжения из Матрезерва Республики. Минтруд России представил на общественное обсуждение законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда с 1 января до 22 440 рублей. Отмечается, что с 2025 года МРОТ вновь будет устанавливаться в соотношении с медианной заработной платой. При этом соотношение увеличено до 48% медианной зарплаты. Медианная зарплата – это уровень, больше и меньше которого получает половина работающих граждан. В 2023 году медианная зарплата составила 46 751 рубль. Ну а с 1 августа произойдет ежегодный перерасчет пенсий работающих пенсионеров. При пересмотре учитывается трудовой стаж и страховые взносы за последние 12 месяцев работы. В зависимости от объема страховых взносов соцфонд увеличивает общее количество пенсионных коэффициентов работника, но максимум на 3. Так, максимальный размер прибавки получат пенсионеры, начавшие получать пенсию в этом году, при условии, что работодателям были уплачены страховые взносы в достаточном количестве. Это 399 рублей 15 копеек. В Якутии за последние 5 лет активно переоснащаются подразделения Якутского республиканского онкологического диспансера. Поступило и введено в эксплуатацию медоборудование. Аппарат увидела моя коллега Даяна Федорова. В онкологический диспансер поступил 77-летний пациент с диагнозом образования головки поджелудочной железы. Ему выполняют операцию по удалению опухолей с помощью высокотехнологичного оборудования. Маленькой иголкой заходим в поджелудочную железу и пропунктируя мы берем анализ оттуда. То есть человеку открывать живот и не надо. Новое оборудование поступило совсем недавно в рамках президентского проекта здравоохранения. Однако уже сейчас с помощью него выполнены десятки исследований. Мы проводим эндоскопические исследования, гастроскопии, колоноскопии, бронхоскопии. И вот наше новое современное оборудование помогает нам выявить образование на ранних стадиях. Раньше мы диагностику выполняли не экспертными аппаратами, то есть разрешение, зум были намного меньше. Переоснащен также и операционный блок. Поступили сразу несколько интегрированных операционных, которые позволяют управлять освещением, операционным столом, видеоэндоскопическими комплексами и даже вентиляцией с одного интерфейса. Если раньше мы выполняли около 2500 операций в год, то на сегодняшний день мы вполне можем выполнять от 12 до 16
в день, что позволит нам увеличить количество операций до 4000 в год. Ну а изюминкой центра стал ангиографический комплекс, который позволяет проводить широкий спектр диагностических процедур в кратчайшее время. Данный аппарат имеет множество дополнительных функций. Можно выполнять биопсии легких или костей. Еще можно выполнять стандартные операции, это эмболизации сосудов, опухолевых сосудов. Даст большой комфорт пациентам, они не будут выезжать в федеральные центры, а будут получать лечение у себя дома. С помощью современного оборудования удается выявлять онкологические заболевания на ранних стадиях, а значит раньше приступать к лечению. Получили и ввели эксплуатацию 23 единиц медицинского оборудования, которое позволяет нам на ранних стадиях выявлять онкологические заболевания и планомерно увеличить объемы медицинской помощи. Ежегодно в онкоцентре лечение получают порядка 14 тысяч человек. Врачи проводят около 3000 операций в год. С появлением нового оборудования существенно увеличится проведение операций, а смертность от онкологических заболеваний снизится. Таяна Федорова, Георгий Григорьев, Якутск. 7700 человек из числа граждан, постоянно проживающих в республике, в том числе почти 4300 человек из числа молодежи до 35 лет, трудоустроили за апрель-июль текущего года в рамках приоритетного регионального проекта «Местные кадры в промышленность». Так, в числе лидеров по трудоустройству в Якутии среди работодателей Алмаза-Анабар, Алроса, Колмар и Арктик Капитал. К тому же в рамках кадрового проекта за счет средств компании организовали рабочие стажировки, которые прошли 725 специалистов. Маленькая Юрка. Именно такими словами можно описать новый уличный пылесос, который помогает в уборке с мелким мусором и пылью. Вакуумная подметательная машина летом чистит улицы города от мусора. Зимой техника будет использоваться для уборки снега. Подробнее в сюжете Вероники Таюрской. Новая для Якутска вакуумная подметальная машина поступила в распоряжение города в мае, а уже в июне с ней начали выходить на линию. Уличный помощник убирает проспект Ленина 6 раз в неделю, с 8 утра и до 20 часов вечера. Принцип у подметальной машины точно такой же, как и у домашнего пылесоса. Все довольно просто. Принцип работы связан с тем, что у нее есть щетки, есть вакуумная система, которая всасывает в себя пыль, мусор, листья и так далее. Она очень удобная, так как она компактная, малогабаритная. Убираются тротуары, труднодоступные места, парковочные места, площади. Наравне с вакуумной подметальной машиной на линию выходят старые проверенные КАМАЗы с подметально-уборочным прицепом, а также дворники совместно с погрузчиками. Как будет ковш полный, там нас ждет КАМАЗ. КАМАЗ грузим, потом едем, дальше грузим. Сегодня у меня по заданию от площади Орджоникидзе и в сторону Апельсина. Как каждый день маршруты меняются, что успеваем сделать. Несколько бригад работает, убирают. И потом мастера ездят, смотрят, где дальше надо продолжить, куда там в сторону пойти. КАМАЗ с подметально-уборочным прицепом может работать до 12 часов без дозаправки. В нем предусмотрен бак для воды с объемом на 1200 литров. Так называемые большие уличные пылесосы производят уборку на скорости до 25 км в час. Они работают на базе КАМАЗа. У нас есть там прицеп, и там есть вот эта вот подметальная машина Бродвей. Там тоже большой принцип, там у них ленточный принцип идет, смет идет по ленте, убирается прямо в кузов КАМАЗа. Мы убираем все улицы города Якутска по нескольким спискам. У нас 4 машины ходят по разным спискам улиц, они убирают, работают в 2 смены. В дневную смену и в ночную смену. Приобретенная новая вакуумная подметальная машина стала большой помощницей для уборки города и продолжит выполнять работу наравне с техникой, закупленной ранее. Вероника Таюрская, Семен Семенов, Якутск. Идем далее. Пострадавшие от паводка жители Намского района в полном объеме получили полагающиеся выплаты. Первый вице-премьер Дмитрий Садовников вместе с главным федеральным инспектором Евгением Корнеевым ознакомились с ходом аварийно-восстановительных работ после весеннего паводка в Намском районе. На выплаты направили свыше 247 миллионов рублей. Правительство Якутии ведет работу с федеральным центром для возмещения региону понесенного ущерба в рамках объявленного режима чрезвычайной ситуации. Главная задача – завершение всех работ до наступления низких температур.
Ну а с мая по ноябрь одним из главных транспортных средств в Якутии являются паромы. На маршруте Якутск-Нижний Бестях ежедневно курсируют до 15 паромов, которые перевозят автотранспорт, пассажиров и грузы. Чаще всего паромы уходят по мере заполняемости, что позволяет сократить простой теплоходов у берега, а также дает возможность выполнить дополнительные рейсы. Самые загруженные дни для паромщиков с пятницы по воскресенье, но и в будние дни от желающих переправиться нет отбоя. С вводом в работу накопителей движение на паромной переправе стало более упорядоченное. А в ближайшее время Ассоциация паромщиков Якутии начнет тестировать электронную продажу билетов на берегу. Вот в этом году мы вышли 13 марта, потому что это идет весенняя подготовка, да, как мы знаем, подготовка теплохода именно к навигации, да, какие-то ремонтные работы, пока во льдах мы стоим, все вот это делается, подводную часть, винты, валы, все тяжелые, холодные мы делаем зимой. С мая месяца начинается именно навигационная часть, когда мы именно занимаемся перевозкой пассажиров, автотранспорта и работаем на линии Якутск-Нижний Бестях. По конец октября, да, по закрытию навигационной обстановки. В одном из новых микрорайонов города Алдана люди ждут подведения коммуникаций. В период покупки земельных участков жильцам обещали одно, но на деле оказалось все гораздо сложнее. В коммунальный вопрос погрузился Руслан Павлов. Когда Дмитрий Сибичану покупал земельный участок на краю города, он и не предполагал, что, построив дом, столкнется с проблемой подвода коммуникаций к участку. Дмитрий и его соседи, по несчастью, стали писать письма во все инстанции. Когда мы начали дом строить, нам сказали, что до 23-24 год у вас будет и вода, и все будет у вас. Сейчас вот пришло ответ с Якутска, что пока возможности нет. Ну а что делать нам, людям-то? Ладно, я 1, 2, 3 дома, у нас целый район там уже живет. И никому ничего не надо. И как жить дальше? Без воды. 21 век. Ладно, тепло уже свое, как бы это, электрическое там включаем, да. Но воды холодной нету. Как жить-то? Дело в том, что у ресурсоснабжающей организации у города нет возможности подать тепло и воду к быстро застраивающейся территории. Конечно, жалобы справедливы, но подъездные пути, электроснабжение, в общем, вода, все это выполнимо, когда работает полностью одна команда совместе с жителями, собственниками участков. Собственники только требуют. Пока на сегодняшний день требуют сделать, подвести, невозможно. Я сразу говорю, врать не будем. Пока не будет разработана система актуализации сетей тепловодоснабжения, водоотведения. Там раздали участки, но, к сожалению, там нет источника тепла. Раньше это была котельная Гормолокозавод, которая в настоящее время по указанию Ростехнадзора выведена эксплуатации, потому что здание аварийное. Все это котельная принадлежало индивидуальному предпринимателю Турсунбаеву. В данный момент она не эксплуатируется. Подведение коммуникаций к данному жилфонду напрямую связано с несколькими республиканскими программами. Это чистая вода, газификация населенных пунктов, сроки исполнения которых каждый год сдвигаются. Кроме того, решение вопроса зависит от подписания концессионного соглашения с ресурсоснабжающей организацией на ближайшие 15 лет. Впрочем, есть вопросы и к собственникам земельных участков. Немаловажный вопрос на сегодняшний день – участие самого населения, собственников жилых помещений и участков. Ну, а самое большое, мы говорим 30 заявлений, да, например, обратились, а по факту зарегистрированных на кадастровом учете объектов, которые должны получить коммунальные услуги, их всего там 10. 12 самое большое. Люди строят, но не ставят на кадастр, не оформляют документы. Как говорится, без воды и ни туды, и ни сюды, но под лежачий камень она не течет. Договориться можно всегда, вот только стороны зачастую не слышат друг друга. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Алдан. Идем далее. Транспортные полицейские раскрыли новое дело в Нерюнгринском районе. 30-летний житель поселка Биркакит в августе 2022 года в одном из интернет-приложений договорился о приобретении наркотического средства в крупном размере. Получив его за денежное вознаграждение, от неустановленного следствием лица хранил товар при себе для личного употребления. Мужчина был задержан в декабре 2023 года. В ходе личного досмотра незаконно хранимое наркотическое средство изъято. Уголовное дело направлено в суд. Всего Нерюнгринская транспортная прокуратура
прокуратурой. В этом году направлены в суд 6 уголовных дел. С учетом мнения государственного обвинителя Нюрнбергской транспортной прокуратуры, судами данным лицам назначено наказание в виде штрафа в размерах от 20 до 30 тысяч рублей. Также в настоящее время уголовное дело в отношении одного лица, который приобрел наркотическое средство для личного употребления в крупном размере, рассматривается Нюрнбергским городским судом. Действия обвиняемых по данным преступлениям квалифицированы по частям 1 и 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ну а разрешение на охоту распределяют с помощью жеребьевки. В 2019 году Мининновации дало возможность подавать заявки на разрешение электронно через портал региональных и муниципальных услуг. С 1 апреля до конца июня было подано около 25 тысяч заявлений. Жеребьевка проходит с использованием генератора случайных чисел, затем уведомления жеребьевки высылают в личный кабинет или заказным письмом. Для якутян, кому электронный формат подачи заявок не подходит, ведут личные приемы каждый вторник в подразделениях Минэкологии. Сама жеребьевка осуществляется на второй день после утверждения лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов. И будет проходить в штабе цифровой трансформации. Также будет вестись прямая трансляция со штаба на официальном сайте Министерства экологии. Результаты жеребьевки в течение одного рабочего дня после проведения жеребьевки оформляются в виде протокола. В Якутии завершены посевные работы и все планы исполнены на 100%. В регионе также начались массовые работы по заготовке сена. Планируют заготовить 435 тысяч тонн. К работам привлечено более 5 тысяч единиц сельхозтехники и более 4 тысяч рабочих звеньев. На сегодняшний день заготовлено порядка 23 тысяч тонн сена. Это 5% от плана. В 8 районах наблюдается засуха. В настоящее время сформированы мобильные бригады для решения этой проблемы. В рамках выездного совещания 11 июля главы Александра Сергеевича в Татинском районе были даны поручения и соответствующие задания всем муниципальным районам, Министерству сельского хозяйства и продовольственной политики по организации дополнительных работ по формированию мобильных бригад и начать работу уже в отдаленных районах, внутри муниципальных районах и близлежащих населенных пунктах. С учетом кормовых запасов прошлых лет, это порядка 44 тысяч тонн в регионе, мы должны выйти на выполнение к плану 97,8%. Русский драмтеатр имени Пушкина победил во всероссийском конкурсе по поддержке новых постановок спектаклей в рамках празднования 225-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Конкурс проводился автономной некоммерческой организацией с содействия концертной деятельности «Русские сезоны» при поддержке Минкультуры России. Подробнее расскажет Александр Хавренко. Грядущий театральный сезон готовит для зрителей множество новинок в репертуарах. Одной из них станет постановка по произведению Александра Пушкина, которую представят в Русском театре. Коллектив театра подготовил всю документацию и грамотно заполнил заявку, что позволило войти в число победителей и стать обладателем гранта. Я пока не буду озвучивать, что это будет. Пускай пока это будет такая интрига своего рода, хотя материал уже обозначен. Сейчас мы работаем с постановщиками, которых мы привлекаем к этой работе. Я могу сказать однозначно то, что это будет приятная работа для всех сторон, как для нашего коллектива театра, да, как для зрителей в результате, которые получат конкретный новый спектакль, так и режиссера, постановщика и всей команды, которая будет с ним работать. Также грант Российского министерства культуры на постановку выиграл и театр коренных малочисленных народов Севера, который поставит спектакль по пьесе Владимира Федорова с рабочим названием «Золотые слезы синей птицы». Такая история о переселенцах Балтики, скажем так, в Тикси, основанная на таких реальных событиях, конечно, да, и вот название служит легенда как раз балтийских народов. Пока это рабочее название, возможно, будет немножечко изменено, да. Вот этот грант был получен. Режиссером этого спектакля будет Сергей Потапов, который работает с театром коренных малочисленных народов уже много постановок поставил. Также в рамках грантовой поддержки главы Якутии 5 миллионов поделили филармония и театр оперы и балета.
Филармония будет осуществлять работу над популяризацией якутской академической музыки, а театр оперы и балета будет расширять возможности своей камерной сцены. Александр Хавренко, Айсен Тарасов, Якутск. А в Национальном художественном музее прошла творческая встреча с художником Эдитой Степановой, отличником культуры Якутии. Мероприятие стало частью публичной программы выставки «Время мамонта». На встрече Эдита Степанова рассказала, как ей удается гармонично соединять различные художественные техники и материалы в своем творчестве. Итогом встречи стал арт-практикум, на котором художник вместе с участниками создали инсталляцию по мотивам наскальных рисунков далекого прошлого. А сама выставка картин продлится до октября. В выставке у меня представлены 4 работы, объединенные тематикой археологии, наскальных рисунков. В центральной экспозиции находится моя картина, «Хранительница степей», триптих 2007 года картина. И она показывает культ женского образа. В данной картине, чтобы показать фактуру, я использовала песок, можно так сказать, смешивала песок с акрилом, там алебастр и так далее, разные материалы и техники, чтобы показать фактуру скал и так далее. И последнее. В Якутске стоит жара, но жители города все же продолжают заниматься спортом. Одни предпочитают отдохнуть от физической активности в летнее время, вторые же продолжают держать себя в форме, а третьи только начинают входить в спорт. Наши корреспонденты вышли на улицы города и узнали, какого режима активности придерживаются жители и гости Якутска. Я не бегаю по утрам, конечно, но я занимаюсь боксом. Сейчас чутка перестал заниматься. С одноклассниками есть приложение Blink, и мы там соревнуемся между всеми нами. И мы с подружкой набираем шаги каждый день. Иногда бывает 15 тысяч шагов, 20 тысяч, 10 тысяч. Я занимаюсь волейболом. Занималась. А сейчас в летнее время как поддерживаете форму? Вообще никак не бег, ни что? Нет. Я занимаюсь аэробика и гантели. И считает калории, меньше мороженое, меньше капучино и латте и меньше сладкий. И гулять больше. Я год занимаюсь боксом, но пока в летнее время нет. И в день стабильно есть 10 тысяч шагов. Занимался раньше. Сейчас лето не занимаюсь, с сентября начну обратно. Мне 56 лет, и я с утра на кровати уже начинаю делать упражнения, растяжки. Только потом встаю, так легче вставать, скажем так. И встаю, делаю растяжку, упражнения, приседания. Занимаюсь, турнички, брусья летом, бегаю иногда, когда получается. Я люблю йогу. И мы недавно, на прошлой неделе, получается, вместе с супругом начали заниматься в одной студии. Ходим, гуляем, зарядку делаем. Наша Якутия всегда впереди. Занимаюсь дома немного. И начала бегать со вчерашнего дня. Побольше ходить пешком. Мне уже 70, поэтому так стараюсь ходить пешком. Занимайтесь пробежкой, великом, чем-нибудь иным. 2 раза в день, не в день, а в неделю. Стабильно. А что делаете вообще? Спортзал, ходьба, летом велосипед. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и оставайтесь на нашем канале.